9 мая. Их приветствуют те, кто собрались на трибунах. Открою небольшой секрет еще о той точке, откуда мы наблюдаем за этим парадом. Дело в том, что вот отсюда, из-под курантов, со Спасской башни, есть виден один уголок, который совершенно правильно скрыт от лишних глаз. Это там, где оказывают, если необходимо, медицинскую помощь ветеранам. Бывает всякий 9 мая, бывает слишком жарко, бывает слишком холодно, как сегодня. И, конечно, людям пожилым не очень легко с такими делами справиться. Так вот, хочу вас уверить, что с этой точки, где находимся мы сегодня, я за ней наблюдал в течение всех этих часов, пока мы работаем. К счастью, никому медицинская помощь не потребовалась. Слава тебе, Господи, ветераны хорошо справились с этим парадом, действительно порадовались. Да, собственно говоря, мы сейчас во время общения президента с ними видели, что они все в замечательном настроении. Пожелаем им действительно долгих лет жизни, пожелаем доброго здоровья. Еще раз поблагодарим за то, что вот эта сегодняшняя трансляция, это следствие праздника, а праздник следствие великой победы. Великой победы над злом, которое нужно было победить всему объединившемуся тогда человечеству. Слово «Объединенные нации», кстати сказать, возникло вовсе не при создании Организации Объединенных Наций. Это слово возникло как название коалиции всех народов, которые объединились в борьбе с коричневой чумой, в борьбе с человеконенавистнической идеологией, в борьбе с теми людьми, кто полагал себя вершителями судеб мира, но здорово споткнулся. И прежде всего споткнулся, когда 22 июня 1941 года решился пойти на это безумие, напасть на Советский Союз и, да, в какой-то момент дойти почти до стен Кремля. Могила неизвестного солдата. Его останки были найдены в Подмосковье. Очень у многих из наших с вами семей есть пропавшие без вести. В один момент это было слово ровное приговора для многих. И вот, собственно говоря, путь к справедливости, уже послевоенный, в значительной степени начинался с того, что в Советском Союзе, здесь, в Москве, у стен Кремля появилась могила неизвестного солдата, куда могут прийти, поклониться те, чьи близкие так и не вернулись с фронта. Хочу вам сказать, что многие из нас, журналистов программы «Вести», выезжали, конечно, на такие съемки, где работают замечательные люди, поисковики, находят их. И как же их еще придется долго искать. Недавно сам был в Новгородской области, 20 метров от дороги отходишь, все до сих пор в железе, все в останках. Могила неизвестного солдата и тумбы с землей из всех городов-героев всего бывшего Советского Союза. Опять же, надо отдать должное России, которая нашла в себе в этом смысле, не нашла силы. Для России это естественно. Сохранила вот эту память и верность этой памяти, вне зависимости от того, на территории каких независимых государств сейчас эти города-герои и крепость-герой, Брест, само собой, оказались. Татьяна, наверное, от вас сейчас уже лучше видно то, что предстоит комментировать, потому что президент покинул Красную площадь, где находимся мы. Сергей, спасибо. Да, действительно, на кадрах могила неизвестного солдата. Она расположена у самого входа в Александровский сад. Здесь же пост почетного караула номер 1. Монумент имеет статус объекта культурного наследия России, является общенациональным мемориалом воинской славы. Это место памяти и скорби, куда приходят поклониться миллионы людей со всего мира. Сам памятник неизвестному солдату был создан к 25-летию разгрома фашистских войск под Москвой. Это бронзовая каска, лавровая ветвь на боевом знамени, вечный огонь и слова, которые известны каждому из нас. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен.
церемонии возложения венков к могиле неизвестного солдата и после исполнения государственного гимна Российской Федерации мимо президента Владимира Путина и его таджикского коллеги Эмомали Рахмона сейчас должна пройти рота почетного караула отдельного комендантского Преображенского полка. Сейчас мы увидим, это тоже особая часть церемонии, торжественной церемонии. Сейчас прозвучал гимн Таджикистана в честь визита главы этого государства сегодня в особый день в Москву, в Россию. И сейчас возложить цветы к могиле неизвестного солдата направляются наши уважаемые ветераны, те самые ветераны, которые сегодня вместе с президентом сидели на центральной трибуне и смотрели парад в честь 76-й годовщины Победы. Вечный огонь не гаснет уже 54 года, даже во время профилактических работ. Его переносят на запасную горелку, но она также выполнена в виде звезды. Вечному огню не страшны никакие капризы погоды, ни бури, ни ураганы, ни проливные дожди, ни самые лютые морозы. Лишь один раз вечный огонь покидал Александровский сад. Это был в 2009 году. По специальному указу президента его переносили на Поклонную гору. Тогда проводилась реставрация монумента, чтобы обеспечить работу еще на десятилетия вперед. Но уже 23 февраля 2010 года вечный огонь вернулся в Александровский сад к могиле неизвестного солдата. Останки, которые захоронены здесь, это останки неизвестных защитников Москвы. Они были обнаружены в братской могиле в районе деревни Крюково, в 4 десятках километров от Москвы. Один из погибших воинов был в форме, которая очень хорошо сохранилась, но она была без знаков отличия. Именно его останки и захоронили у Кремлевской стены. Тогда церемония прошла в декабре, это было 3 декабря 1966 года. Это был очень холодный день, но при этом тысячи людей тогда вышли на улицу. Плотный живой коридор растянулся тогда от Белорусского вокзала до самой Красной площади. У каждого тогда на глазах были слезы, сдержать которые сложно и сегодня. Каждый считал и тогда, и сегодня считал своим долгом отдать дань памяти защитникам Родины. Делают это сегодня и сами ветераны, герои войны. Спасибо. Итак, начинается почетный марш роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Сейчас мы увидим крупный план, и, как вы видите, у бойцов особая парадная форма одежды и знамена 3 родов войск – сухопутных, военно-космических и военно-морского флота. Рота почетного караула несет боевые знамена прославленных частей и соединений времен Великой Отечественной. А завершает парад военный образцовый оркестр почетного караула.